Здравствуйте, добро пожаловать на On The Way. Сегодня наша тема «Счастье и мир». Это очень огромная тема, можно очень долго говорить об этом, но я хочу подчеркнуть несколько нюансов. Я хочу сегодня говорить о мире, в обществе, на нашей стране, в миру. Это отдельно можно говорить. Я хочу сосредоточиться на мир, который окружает нас, который зависит от нас. Вначале внешний мир. Сейчас помню фильм «Кунг-фу панда», когда По ищет мир и делает такие движения. И, может быть, это поможет нам тоже окружать нас, окружать себя с этими движениями мира и покоя, гармонии. Не только движениями, чувствами, желаниями, мыслями мира. Сегодня столько насилия в мире, поэтому поможет нам окружать нас миром. Очень хорошо поможет, думаю, созерцать красоту, созерцать природу. Когда сходим в природу и наслаждаемся хорошим, красивым видом и слушаем шум природы, шум ветра, дождя, моря, настолько это успокоит нас. И наоборот, избегать то, что волнует нас. Например, сколько насилия в фильмах, сериалах, новостях. Я желаю, скучаю по времени, когда доброта, простота детей будет новость, хорошая новость, и можно не только слушать по радио или в новостях. Новости, новость это насилие и ненависть и так далее. Но тоже можем это делать, окружать нас миром, то, что слушаем, то, что видим. И тоже как хорошо, когда вокруг нас, что тоже царил мир. Например, говорят, одно место для каждой вещи, и каждая вещь на свое место. Конечно, надо очень сильно поможет, когда делаем распорядок дня, недели, и дома, и то, что делаем, наши дела. Но тоже одновременно одно время для каждого дела, и каждое дело свое время, особенно внутри нас, в мыслях. Если сейчас время работать или время с семьей, надо работать или быть с семьей. И если приходит в голову проблема, потом время для этого, что найти решение на эту проблему. И если не находим, тогда откладывать на потом, и потом будет время думать об этом, еще 10 минут. И иначе наш внешний мир может влиять и влияет действительно на наш внутренний мир. Внутренний мир – это очень важно. Сейчас хочу сосредоточиться на это. И вспомню другой фильм, это Toy Story, последняя часть, когда Buzz Lightyear, друг героя Вуди, старается слушать внутренний голос, совести. И это тоже источник внутреннего мира. Не совесть преступника, наркоторговца, который ему все равно и не волнует последствия своих поступков на других. Но имею в виду совесть
согласно нашей реальной жизни, согласно принципам и ценностям, которые мы приняли. Думаю, для этого поможет нам заповеди. Это только для католиков, но думаю, что для всех поможет эти принципы. Почитать отца и мать, не убивать, не врать, не красть, не завидовать. И это свет для нашего пути. Это нам поможет воспитывать нашу совесть, не как совесть преступника. Одновременно есть другой край, это совесть, когда слишком много волнует и потеряет мир из-за ошибки. Конечно, ошибки происходят, это нежелательно, надо избегать всего этого, но происходят. И надо уметь жить в несовершенном мире. Мы сами несовершенны. Поэтому надо уметь прощать себя. Это кроме совести, прощения. Прощать себя и принимать наши ошибки и стараться не повторять их. И это будет очень хороший опыт. Это очень много помогает. Уметь прощать себя и одновременно прощать ближнего. Сердце, где находится зло, слабоумие, ненависть, обида, там очень трудно в этом сердце пребывает мир и будет мир. Поэтому надо уметь тоже прощать ближнего, просить прощения тоже у ближнего. И в конце просить прощения у Бога. У католиков есть исповедь, где мы просим прощения у Бога. Это настоящий источник мира, внутреннего мира. И думаю, это тоже для всех. Каждый по-своему может просить прощения у Бога. И эти несколько нюансы, думаю, помогут нам найти легче мир и поэтому счастье тоже. Думаю, что в нашей жизни полностью не можно найти полностью мир и счастье, но это может быть после нашей жизни, вечной жизни, но по крайней мере после этой борьбы с самим собой легче будет найти счастье и мир. И по крайней мере наш уровень мира и счастья будет очень высокий.